В последнее время в интернете и на телевидении все более пропагандируют здоровый образ жизни. Но, несмотря на это, количество инфицированных ВИЧ и гепатитом с каждым днем растет. Абхазия не исключение. И, кстати, в нашей республике по способам распространения ВИЧ-инфекции и гепатита наркомания занимает первое место. То есть инфицирование идет через иглу. В этом выпуске узнаем подробнее о цифрах инфицированных гепатитом и ВИЧ в республике. Узнаем, какие программы работают по профилактике этих инфекций в республике. А также поговорим о том, насколько общество толерантно относится к людям, инфицированным этими заболеваниями. По данным Всемирной организации здравоохранения, от ВИЧ-инфекции погибло 35 миллионов человек во всем мире, а ежегодно от гепатита С умирает почти 400 тысяч. Одна из важнейших причин их распространения – инъекционные наркотики. Начала употреблять в 18 лет, то есть сколько я, 3-4 где-то месяца я употребляла наркотики, то есть я начала сразу с тяжелых наркотиков, это был героин, вот, то есть я принимала внутривенно. То есть, познакомилась с молодым человеком, он был старше гораздо меня, то есть он был наркоман. И меня вот это вот все затянуло, то есть мне это стало интересно, и я вместе с ним начала употреблять наркотики. Мы долго искали людей, готовых рассказать о своей болезни. Это оказалось самым сложным и в какой-то момент невозможным. Диагнозы ВИЧ и гепатит скрывают порой от родных. Для Анжелики это первое и самое сложное интервью в ее жизни. Она наркозависимая, и у нее обнаружили гепатит С. Он не проявляется, да, потому что у печени нет нервных окончаний, этих болей как бы их не почувствуешь, это внутри, это как что-то невидимое, оно разрушает тебя постепенно. Девушке 27, примерно 10 лет назад она связалась с дурной компанией. Как все это происходит, ей объяснить трудно. Подростковый возраст и молодежь привлекают ложные идеалы. Ты в шаге от роковой ошибки. Так и случилось с Анжеликой. Какую-то еду уже есть не можешь, там, допустим, тошнит, там, как-то изжога вот это вот постоянная. То есть, я понимаю, что наркотики, они у меня, то есть, не только на печени, да, то, что гепатит, также там на желудке, там, на кишечнике, обмен веществ поменялся. Я вот заметила, что с каждым срывом там моим, допустим, мне все тяжелее и тяжелее вес набирать, да, то есть, вот эта вот худоба какая-то, она как будто хронической становится. Гепатит С – это воспаление печени. Существует 5 видов вируса гепатита – А, Б, С, Д и Е. Все они приводят к заболеваниям печени, но особенно опасны гепатиты Б и С, так как являются самой распространенной причиной рака и цирроза печени. Анжела Арчеля, как всегда, в работе. Заведующая отделением терапии республиканской больницы, главный терапевт республики является еще и гепатологом. В стационаре десятки больных, на прием ежедневно приходят столько же. Она одной из первых в Абхазии начала работать с людьми, инфицированными гепатитом. Такую деятельность в республике начали еще в начале 2000-х. Позже была начата государственная программа по гепатиту. Где-то 4% населения заражены вирусными гепатитами. Это такая статистика в мире. У нас примерно там реестр еще в работе, список всех пациентов еще не завершен, поэтому мы его пополняем. Так как я работаю в стационаре, в терапии проходят пациенты лечения циррозом печени. 9% от общей летальности больничной в терапии составляют пациенты с заболеванием печени, с циррозом и раком печени. И это пациенты, которые работоспособного возраста, то есть до 52 лет. Это вся трагедия не только для их семей, но и для республики, потому что мы теряем молодое население из-за болезни, которую можно было предотвратить. Около 2000 инфицированных гепатитом С в настоящее время стоят на учете в Минздраве республики. Но чтобы понять реальные масштабы, медики советуют умножать эти данные как минимум на 5. А темпы реализации программы таковы. В прошлом году помощь получили всего 5 человек. Речь идет о сумме в 1 миллион 350 тысяч рублей. То, что эта программа имеется, это уже большой плюс. Не во многих государствах есть бесплатные программы, даже в таком небольшом объеме. Для нашего государства, которое не всегда имеются финансовые проблемы, я думаю, это уже благо. Но я думаю, что этого объема недостаточно, конечно. Надо намного больше. Я знаю нескольких человек, которые в борьбе за свою жизнь, в частности, к сожалению, в борьбе с болезнью гепатита,
выезжая на территорию Грузии и, значит, принимая программу, которая в Грузии существует, вынуждены были принимать гражданство Грузии для того, чтобы бесплатно в этой программе участвовать. Несмотря на то, что гепатит С может быть смертельным заболеванием, вовремя обнаруженный вирус контролируется и лечится. Другое дело ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, хроническое заболевание, вызывающее ослабление иммунитета. Человек постоянно подвержен различным инфекционным и бактериальным атакам. За борьбу с инфекцией отвечают иммунные клетки. Эта незаметная борьба в организме происходит всегда. Здоровый человек справляется с этим, а зараженный ВИЧ может погибнуть от банальной простуды. СПИД – последняя стадия ВИЧ-инфекции, когда иммунная система перестает работать. С этим страшным диагнозом этот молодой человек живет уже несколько лет. К этому привели его наркотики. Я месяц не приходил в себя, был 66 килограмм весил, сокрушенный. При росте? Метр 90. Да. Не вставал месяц. Потом, нормально, быстро начал восстанавливаться. Я верующий человек. Там помогали мне друзья. И потом все, полгода нормально, вышел на ситуацию, опять начал травиться. ВИЧ и гепатит С идут рука об руку у потребителей инъекционных наркотиков, так как способы передачи этих инфекций схожи. Двойная нагрузка усложняет лечение. При ВИЧ иммунная система плохо работает, и печень из-за гепатита С разрушается значительно быстрее. Как и ВИЧ, гепатит С передается через кровь и половым путем, в редких случаях от матери к ребенку. Наркозависимые, находясь в состоянии ломки, не думают о безопасности. Как правило, заражение происходит при многократном использовании одного и того же шприца. Около 80% потребителей инъекционных наркотиков инфицированы гепатитом С. Заразившись сами, наркозависимые ставят под угрозу не только членов своих семей, в зоне риска все общество. У пациентов, которые попадают в наркологический диспансер, обязательно берут анализы. Анализ крови, например, поможет выявить, какие инфекции у пациента в крови. Пробы берутся на 4 инфекции. Это ВИЧ, гепатит, сифилис и еще четвертое? БЦ и ВИЧ. Как наиболее опасные инфекции. Вот сейчас потребуется всего 15-20 минут, да, чтобы определить? Да. Вот моя кровь. Сейчас они ее прокрутят. И узнаем результаты. Делают сыворотку и сразу делают на тестах. Результат вашего тестирования отрицательный, то есть инфекции, 4 вида инфекций у вас не обнаружено, на которые мы вас тестировали. Но в большинстве случаев какие самые распространенные инфекции вот здесь? У группы наших пациентов самым распространенным считается гепатит С, потому что они как бы в группу риска входят. Вовремя обнаруженная инфекция в большинстве случаев – шанс на жизнь и выздоровление. Вот симптомы, на которые необходимо обратить внимание при гепатите и ВИЧ. При заражении вирусом иммунодефицита человека – лихорадка, резкое повышение температуры, головные боли, потеря веса, повышенная утомляемость. При гепатите С – слабость, снижение аппетита, тошнота и рвота. В спеццентре в Сухуми дарят людям надежду на жизнь с ВИЧ-инфекцией. Большинство их пациентов – наркозависимые и их родственники. В настоящее время на учете около 700 человек, среди которых женщины и даже дети. С ВИЧ-инфицированными Нателла Тапури работает уже много лет. Такие пациенты получают терапию на протяжении всей своей жизни. Раскрывать данные о своих пациентах она не имеет права. Важное условие работы спеццентра – гарантия конфиденциальности. Если живая капля крови, то есть свежая, скажем так, и там определенное количество вирусов в этой крови есть, конечно, инфицирование происходит. Инфицирование происходит, но для этого тоже есть таблеточки, есть профилактика. Если в течение суток начать принимать таблетки, их принимаешь месяц, то инфицирование не происходит.
Если 10 лет назад в Абхазии от ВИЧ-инфекции погибало 10-12 человек, то последние 3 года это количество сократилось вдвое. Если взять, к примеру, кровь зараженного человека и кровь здорового, то они практически не отличаются. Чтобы понять, что в крови есть инфекция, необходимо провести специальное исследование. Экспресс-метод и развернутый анализ крови – это 2 способа выявления ВИЧ-инфекции в крови. Экспресс-метод обычно используется в мобильных лабораториях и в других стационарах. Но развернутый анализ крови является более достоверным, и поэтому он делается только в спеццентре. Самое страшное, что люди пытаются скрыть заболевания, так как общество боится таких людей и пытается оградиться от них. Случаи, когда родственники отказывались от инфицированных родных, не редкость в Абхазии. Есть дискриминация и по отношению к детям. Когда ты узнаешь о том, что инфицирование произошло, женщина беременная, даются препараты, профилактика, и дети, 95% детей здоровы, когда мамы пьют правильно препарат. Вирусная нагрузка становится 0, то есть вирус в крови снижается до 0. Настолько снижается, это не говорит о том, что он вылечился, это говорит о том, что препараты помогают. Они пьют их постоянно, пожизненно, мы контролируем, они приходят, мы каждые 3 месяца контролируем их показатели. Для того, чтобы понимать, как они пьют препараты, хорошо ли им помогают препараты, помогают. Что это значит? Вирус становится 0, в крови этого вируса почти не обнаружено, и поднимается у них иммунитет. Большинство пациентов центра СПИД в настоящее время ведут обычный образ жизни. Препараты позволяют контролировать вирус. Это является и своеобразной профилактикой распространения инфекции. Люди, принимающие препараты, не заразны, так как лечение дорогостоящей терапии для ВИЧ-инфицированных бесплатная. В программу по выявлению ВИЧ и гепатита С входят и будущие мамы. На сегодняшний день из всех тех детей, которые у нас состоят на диспансерном учете, эти дети, которые их родители не были обследованы во время беременности, то есть они не получали специфическую профилактику для того, чтобы не было путь передачи от матери ребенку. А все остальные женщины, которые во время беременности, у кого выявляли, и те, которые своевременно начинали терапию, все дети практически, можно сказать, 100% отрицательные. Особенно первое время, когда препарат вызывает очень неприятные физические ощущения, пациенты часто на первых именно порах прерывают прием этих препаратов, потому что у них могут возникать и головокружение, и галлюцинации, и тошнота. И задача психолога здесь еще раз объяснить, еще раз напомнить, чтобы он понял, чем чревато это его отношение такое несерьезное к приему препаратов. Были в центре и потери. Их с большой болью вспоминают сотрудники. Молодая женщина, многодетная мать, ушла из жизни, потому что устала бороться и быть одна. Возможно, во многом сыграла роль и общественная позиция по этому вопросу. Дискриминации подверглись и ее дети. Конкретно приезжали в школу, и там были учителя, которые были категоричны, не хотели, чтобы эти дети учились в этой школе. Они точно знали, учителя точно знали, что их мама инфицирована, но дети были здоровы, слава богу, но они категоричны были. Мы не хотим, чтобы они здесь жили, заберите их куда-нибудь. В итоге эта семья переехала сюда, в Сухум. Дети здоровы, поэтому из моего поля зрения они ушли. Их мама погибла 3 года назад, умерла. Она заразилась от супруга половым путем. Супруг был потребителем инъекционных наркотиков, причем у них было 3 детей в семье. Последнего ребенка, к сожалению, мы не спасли, он родился инфицированным, он тоже погиб. То есть, получается, семья, осталось 2 детей здоровых, муж погиб, супруга погибла, и ребенок погиб в возрасте 10 месяцев. Иногда складываются и нехорошо судьбы. Передается, не передается. Например, я взрослый человек, но я досконально не знаю эту тему. Вы узнаете, что в вашей школе с вашим ребенком учится инфицированный ребенок. Ну, я попрошу перевести своего ребенка из класса. Зачем мне нужны проблемы, если я не знаю, передается или не передается? Но он принимает препараты, он не заразен, все равно вы боитесь. Конечно.
При росте 190 сантиметров этот молодой человек весил всего 66 килограмм. Корень проблемы зависимости и образ жизни с ней связанная. Терапия бесполезна, когда продолжаешь употреблять наркотики. Он научился жить с диагнозом ВИЧ. Теперь он борется со смертью и пытается побороть главную причину его бед – зависимость. Но бывают моменты, когда все равно, как и что лишь бы сделать. Конечно, бывает. Это одержимость называется. Повторение одних и тех же поступков с ожиданием другого результата. Ну, одержимость, безумие, это все есть, это все присутствует. Там не важно. У меня друг был тоже. Были моменты такие, что человек выносит, человеку шприц и говорит, вот там капля крови моя. А он знает, что он. Да, и тот с кровью. Там. И тот говорит, блин, ему гораздо себя поправить, чем. И он делается. Надо помнить, что гепатит С и ВИЧ не передаются воздушно-капельным путем через одежду и постельное белье при объятиях и поцелуях, при укусах животных и насекомых. Конечно, каждый из нас хоть раз в жизни видел использованные наркозависимыми шприцы. Особенно много их в летний период на берегу моря. И есть опасность наткнуться на такой шприц. Но, как говорят врачи, заразиться таким образом гепатитом С не так легко, но опасность существует. Но есть вот такой вот препарат ламивудин для профилактики заражения гепатитом С. Схему должен подбирать, конечно же, специалист. И в случае, если у вас произошла такая ситуация, обязательно нужно обратиться к специалистам и принести с собой этот использованный шприц. Само исследование крови, то есть существуют определенные алгоритмы, по которым мы работаем, проводится скрининг и потом подтверждение самой инфекции, это как ВИЧ, такие и гепатиты. Вот. Кроме того, в наших условиях, что мы можем, это при ВИЧ-инфекции поражаются клетки иммунной системы, CD4. Благодаря международным организациям у нас на сегодняшний день этот прибор есть, то есть мы можем определять клетки иммунной системы для того, чтобы в динамике те пациенты, которые получают препараты, контролировать, насколько эффективность от самой терапии и повышается уровень этих клеток. В Сухумский родильный дом нечасто, но попадают инфицированные женщины. Для таких рожениц в медучреждении предусмотрен отдельный родильный зал и свой инструментарий. Как говорит главврач отделения, это не является дискриминацией, а желание обезопасить самих рожениц. Ведь для инфицированных людей любая другая инфекция, будь то обычная простуда, может стать серьезной угрозой для ее жизни. Слава Богу, хочу вам сказать, что не так много женщин ВИЧ-инфицированных родили в нашем учреждении. В 2016 году у нас были одни роды у ВИЧ-инфицированной пациентки. В 2018 году у нас не было ни одних родов у ВИЧ-инфицированной пациентки. И в этом году прошли одни роды. Вот сегодня оно выписывается у ВИЧ-инфицированной пациентки. Мама и ребенок чувствуют себя вполне удовлетворительно. Женщина получала химиотерапию во время беременности, продолжена эта химиотерапия в родах и после родов. Ребенок сразу после рождения, в течение 72 часов, начата ему химиотерапия по профилактике осложнений. Вот риск заражения у женщины, от женщины, которую ты знаешь, что она заражена, он меньше, чем риск заражения во всех остальных. У нас же бывает, поступают в экстренном порядке, люди не обследованы. Поэтому к каждому пациенту надо относиться как к условно опасному. Португалия – страна, которая занимала первое место по числу ВИЧ-инфицированных в Европе. Она же одной из первых пошла путем либерализации законодательства по наркомании. Средства, которые раньше уходили на содержание преступников, направили на программы лечения. Уже за первое десятилетие страна получила положительные результаты. А вот на постсоветском пространстве, например, в Казахстане, давно работает антинаркотическая стратегия. В нее включены помимо программ по реабилитации инициативы по снижению рисков от употребления наркотиков. Это пункты доверия, дружественные кабины, где можно обменять использованный шприц на новый или пройти добровольное тестирование на инфекции. Государственные программы по профилактике и лечению ВИЧ и гепатита в Абхазии есть. Но насколько они эффективны? Если в случае с ВИЧ все обратившиеся инфицированные получают бесплатное лечение, то те, кто заражен гепатитом С, годами ждут своей очереди. А как быть с теми, кто не обращается, и наркопотребителей меньше не становится?
Анжелика сейчас мечтает только об одном – быть рядом со своим сыном. Ради него она бросила наркотики и надеется вылечиться от гепатита С. С рождением ребенка человек меняется, говорит она. Жизнь обретает новый смысл. И ты твердо осознаешь, что мы несем ответственность не только за себя, но и за тех, кто будет жить после нас. Я думаю, что наркомания – это болезнь, это проблема головы. Потому что при том, когда наркоман, употребляя вещество, использует действительно уже шприц, который был другим человеком использован, и заражается от этого либо СПИДом в самом страшном случае или гепатитом, то прежде всего, что толкает наркомана на это и почему он становится зависимым? Ну, видимо, потому что его мозг требует постоянно этого удовлетворения. Значит, таким образом, нужно работать над тем, чтобы человек психологически освобождался от этой зависимости. Тамаза Заблотия – международник по образованию. С недавних пор активно занимается пропагандой здорового образа жизни. Эти правила диктует сама жизнь. Постепенно в среде молодежи становится модным заниматься спортом. И он решил совместить приятное с полезным. Ну, проблема, судя по всему, очень острая, потому что тяжело не замечать, что происходит вокруг, тяжело не замечать, как живет молодежь, чем дышит молодежь. И даже сейчас, я еще пока могу себя причислить к этому поколению, что вот мои сверстники, я вижу, что мало кто интересуется спортом, мало кто интересуется здоровым образом жизни. И тем более, что сейчас эта тенденция, слава богу, на мой взгляд, немного склоняется в сторону как раз спорта, как раз активного образа жизни. Сейчас еще такая тенденция в мире есть, что быть спортивным модно, быть в форме модно. Поэтому и когда у нас очень большая проблема еще с избыточным весом, приводит к каким-то проблемам с диабетом, сахар и прочие истории. Поэтому люди понимают, что это как раз такие вот сопутствующие вещи. Если не следить за здоровьем, потом возникают некие проблемы. В ближайшее время он откроет собственный зал для занятий бодибилдингом. И по его мнению, несмотря на сложности с поиском работы в республике, инициативная молодежь всегда находит себе применение. Я думаю, что любой молодой человек, который более-менее растет, а у нас практически абсолютное большинство растет на улице, сталкивается с тем, что ты встаешь перед выбором. Пойти по пути, которому в тебя заложили дома, тебе сказали, вот это плохо, это хорошо. Или пойти на поводу у таких нехороших ребят, которые советуют все-таки давай попробуем другим путем. Время от времени слышу такие аргументы, что сложно без этого, вот я не могу без этого. Вот, тяжело смотреть на мир трезвыми глазами. Вот такие вот аргументы часто. Не знаю, насколько, мне кажется, это очень необоснованно, потому что даже вот рядом с нами, вот сейчас просто если подумать, вокруг, вот мы говорим про море, мы говорим про нашу природу, сколько можно найти радостных вещей, которые действительно могут вызвать эйфорию. Да даже в том же самом спорте, даже в том же самом беге, даже ученые говорят о том, что есть некие вещества, которые могут вызвать такой прилив счастья, действительно гормоны счастья, эндорфины, что они вполне могут заменить любые наркотические средства. В следующем выпуске поговорим о наркомании в селах, расскажем о проблеме употребления так называемых легких наркотиков.